Ратырзку, Второго Хасадшишхацка, Апснацарадыраква, Академия, Президиум, Ехепи Эйлатара, Тарз и Чудуацакаму. Уезгуб, Апснахункар, Чуц, автор, Апснацарадыраква, Академия, Назлоу, Хункар, Злашак, Гулу, Эйлазараква, Зиги, Рапцаю, Владислав Григорий Паарзенба, Пшини Жешкси Хытра, а юбилей. Харацарова Ахзы, аре юбилей Хазуб Зенза, Ялка Ауруцху. Избан Абзар, Владислав Арзенба, и хата Царавой Яшан, Царавой Ду, и Хацириказ Шаку, Захинджера и Хамо, Ярайоп, Академия, Ахата Хацириказ. Хаджух Курах Хаясанза, Зарейстахан, Азин Сиштозар, Абри Светлана и Родиони Хамта Калзыкацара. Уя Хамта Яхзузи Яхбацакдзам, Ярбан Хамту Хашцавазар, Шариш Дырует Владислав Арзенба, Хетша Тицаван, Турыхца Ду Загрила, Халбри Навар Гилана. Хитология Навар Гилана Нартар, Хамта Кватицаун, Нартар Епас Тицаун, Единицун, а текст Единицун нера. Аби Нартар, Хамта Ква, Том Рачалар, Тыжра, Дазепшун. Убри Бзи занилдрует Светлана и Родиони Пха. Дари Бзи нилдрует. Абри Юнес Кюхбаш Ксанахас, Сара Сачижит, Абас Псышал Ихур, Тыжра из Хархьяпха. Нас яд гилара устут хасивит, есим чибжу харавит, есим зол харавит, ярат сыпхон сон сааван хайчажон абрия том коллег пришавшача Светлана и Родиони Пхават хаддалан ват хатсен абжигар кахалтун спадибши яха уртатом котыцит, юитом матяги тымца саха абатыцит. Убрта башили шабо напис рекордста хуб и псета на за сахим загушит. Да, это буб погаску, задела. Снацарадыраква Академия Хацерков, Сынта Псынги, Апснан Тызги Пшини Жешксахпи, из юбилей Нартбани Сгвахто, Апсу Хункаррачуса Чатаркве, Владислав Арзенба, Хаквитрат и Башра Шайлгас, Юмзерневис, Абрила Слоси Хакола Халшер, Дали Хахот, Зки Шипшини Жаха Шукса, Ханджикудом за Жаверза, и Тиж за Успка Ашатала. Апснацарадыраква Царадыра и Чызгава, и Мякузо, Акзарака Хасабала. Апсныжлар Хаквитрат и Башраштех, Юмзерневис, Хамилат, Рабхагыла, Хункар Рахада, Владислав Арзенба, Усухар Калозар, ей Башрат Фархатара, а интеллектуал Фархатара Атитит. Апсна Царадыра Академия Псаразы, а успеха и напа ацевит. Харина пшо за царовой, и бзиет за недырван, и нырван, апсны жашк сала и чьоз, от царадыра традиция ка шейквархатуз, и ширчетуз, агвигров воздахыз, арехунткарат бамта, и кнархет, шуксыра чала, от царадыра и бипара ка хузмам рапцамтака. Убринахыз, хункаррача, от Царадыра Пхакапия Пепш, Академия Ацагылит, Академия Атгылит, Яре Усхит, Владислав Арзенба, Академия Питит, Ахункаррач или Хадзо, Хадаратара Царадыра и Лазар, Апсу Академия Пцара, Хубкыс Ямаз, Эсесиран Хубгалаштах, Ай Башра Нирблыз, и Дырхуз, Хыдын Хаза, Пснытпия институтка, Рейта Шакургылара, Мацарак Дзамз, Апхази Гылаз, Азара, Ерихата, Чуц, Зышатикыз, Апсу, Хункарра, Арчиразы, Адырра, Чуцка, Рапсараку. Уважаемый президиум, друзья, 50
И говорить о Владиславе Ардзинба, в моем понимании, не значит говорить персонально о нем. Любая идея, любое слово, посвященное осознанию и осмыслению нашего пройденного пути, приближающее нас к будущему, к той точке, когда мы будем уверены в своем неисчезновении, связано с его именем. Владислав Григорьевич Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Нижняя Шера. Ушел из жизни 4 марта 2010 года. Основатель современного абхазского государства, первый президент Республики Абхазия, выдающийся государственный деятель, историк, филолог, хитолог. Выбор Владислава Ардзинба профессии историка был судьбоносным для всего абхазского народа и его государственности, ибо это способствовало становлению системного аналитика древних цивилизаций. И в последующем он, как историк, мог смотреть на будущее из настоящего. Без этого было бы невозможно принимать решения, закладывавшие основы независимой государственности, самоупоминание которой воспринималось как неудачная шутка даже в самой Абхазии. Владислава Ардзинба было предопределено стать проводником курса, направленного на реализацию права абхазского народа на самоопределение. Депутат Верховного Совета Абхазии 1988-1999 годы, народный депутат СССР Верховного Совета СССР, председатель подкомиссии по государственному и правовому статусу автономных образований Верховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР 1989-1991 годы. По его инициативе и при непосредственном участии был выработан и принят ряд законов, а также поправок к Конституции СССР, закреплявших суверенный государственный статус бывших автономных республик. 24 декабря 1990 года Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии 11-го созыва, а 6 января 1992 года председателем Верховного Совета Абхазии 12-го созыва. 14 августа 1992 года, в день вооруженной агрессии Грузии против Абхазии, обратился к гражданам с призывом встать на защиту Родины и возглавил сопротивление. В качестве председателя Государственного комитета обороны с 18 августа 1992 года и главнокомандующего вооруженными силами Абхазии с 8 января 1993 года. Владислав Григорьевич Ардзинба, президент Республики Абхазия с 26 ноября 1994 года по 12 февраля 2005 года. Избирался дважды. Первый раз 26 ноября 1994 года, второй раз 3 октября 1999 года. В эпоху Ардзинба были созданы Министерство обороны и вооруженные силы в 1992 году, Министерство иностранных дел в 1993 году, принята новая Конституция Абхазии в 1994 году, учреждена Академия наук Абхазии уже конкретно в 1997 году и другие институты. Владислав Ардзинба обладал великой волей, позволившей ему достойно пронести через безжалостное время знамя чести своего народа. Надо было обладать глобальным мышлением, чтобы суметь сохранить маленькую Абхазию в большой равнодушной среде. Абхазский поэт Мухсин Ласурья приводит слова Владимира Жириновского, сказанные им сразу после московской встречи 3 сентября 1992 года. Цитата. «У вас есть один единственный человек, который может спасти Абхазию. Это Владислав Ардзинба. Верьте ему и помогайте ему». Конец цитаты. Владислав Ардзинба – явление в абхазской истории, которое было востребовано временем, ибо, как сказал академик Бехтерев, всякий крупный деятель в истории человечества не столько ведет за собой массы, столько сам стихийно следует тому историческому руслу, по которому течет его эпоха. Нет более великой задачи у человека и народа в трудные для него времена, чем сражаться за свою свободу. И здесь неверно рассматривать этот вопрос через призму численности этого народа или размеров территории, за которую этот народ сражается. Не бывает невеликой Родины. Всякая отчизна единственная и незаменимая для тех,
кому она является таковой, и поэтому всякая война за Отечество есть великая война за великие идеалы. И народ, выстоявший в такой войне, достоин восхищения и уважения. Достоин, безусловно, восхищения и уважения лидер, ставший символом этой великой войны и великой победы. Действительно, синонимом имени Арденба является слово «свобода». Великое слово «свобода». Ради нее идут на смерть. Они слагают стихи и песни. Они мечтают в темницах. Во имя нее совершаются великие дела и подвиги. К ее алтарю преподносятся самые большие жертвы. Свобода – великое счастье, способное со временем превратиться в великую трагедию. На одной из траурных церемоний, посвященных памяти первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона, Генри Ли назвал его первым в войне, первым в мирное время и первым в сердцах его соотечественников. И это в полной мере относится к Владиславу Арденбу. Однако мы должны понимать, что так будет завтра. Но стратегически важно осознать это сегодня. Его уход – невосполнимая утрата для всей современной политической системы, ибо ушел политик от нравственности, пронесший с честью высокое знамя морали сквозь бездушное сплетение конъюнктур, интересов и целесообразности. Ушел последний романтик политики. Как выяснится позже, рождение, каждая фаза его жизни и деятельности, наследие и даже сама смерть Владислава Арденба наполнены глубоким символизмом. И в будущем, думается, этот символизм будет проявляться все явственнее и отчетливее. Имя Владислава Арденба останется ориентиром и путеводной звездой, пока будет существовать абхазский народ, свободе и независимости которого он посвятил свои знания и жизнь. Пока люди способны помнить, уважать и чтить свою историю. В начале октября 1999 года Арденба в интервью российской прессе заявил: «Некоторые в Москве думают, что признание Абхазии невыгодно для России, но это очень примитивная позиция. Думаю, что рано или поздно мы дождемся того, что Россия признает независимость Абхазии. И дождемся мы этого не от каких-то политических кругов, а именно от тех, кто будет руководить Россией. И, как уже известно, дождались, что лишний раз подчеркивает политическую прозорливость и стратегическую дальновидность Владислава Арденба. В этом контексте весьма показательна оценка деятельности Арденба, данная первым послом Российской Федерации в Республике Абхазия Семеном Григорьевым. На торжественном заседании в связи с 70-летием первого президента Абхазии в Сухуми 14 мая 2015 года Григорьев поставил вопрос об установке памятника Арденба в Москве. Чтобы оценить вклад того или иного человека в историю, недостаточно знать и перечислять то, что он сделал, но необходимо понять, и в каких условиях ему приходилось работать. Иного добиться можно только ценой собственной жизни. В то же время, в других обстоятельствах, это же не требует никаких усилий. Владислав Арденба – вселенская правда абхазов. Их ответ на вызов, брошенный им историей. Арденба – встреча прошлого и будущего Абхазии с ее настоящим. Его жизнь – исторический миг, наполнивший высоким смыслом существования абхазского народа. Свобода – основной смысл всей моей жизни. Сказать такое не все имеют право. Такое право дается избранным. Каковым был основатель современной Абхазии Владислав Арденба. Спасибо. Владислав Арденба по праву считается архитектором новой Абхазии, так как он руководил созданием ее правового и юридического фундамента, а также конкретных форм абхазской государственности. Именно его деятельность, как общепризнанного лидера Абхазии, оказала формирующее влияние на новую абхазскую нацию. По его инициативе были созданы новые министерства и ведомства, являющиеся неотъемлемыми признаками независимого государства. Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Академия Абхазии и другие новые для Абхазии государственные учреждения. Не менее важно и то, что под его непосредственным руководством были сформированы и кодифицированы идеологические основы суверенной абхазской нации. Это включало концепцию независимой Абхазии как государственного и культурного проекта, нацеленного на сохранение абхазского этноса, ценности абхазской культуры,
акценте на Апсора как морально-этического кода абхазской нации и важности абхазского языка как официального языка государства. Самое главное, на мой взгляд, было то, что Арзамбек глубоко верил в возможность независимого абхазского государства, так же, как он верил в политическую зрелость своего народа. Эта вера основывалась на многовековой истории государственности нашей страны, которую Владислав Григорьевич прекрасно знал. Однако мы все знаем, что до своей политической карьеры Владислав Арзамбек был известен прежде всего как ученый и востоковед, крупный мировой авторитет в области истории, культуры и религии древних хеттов, основателей одной из самых значительных ранних мировых цивилизаций, которая оказала большое влияние на цивилизации культуры Древнего Востока и Южной Европы. Кроме того, Арзамбек являлся редким специалистом в области языка и культуры хаттов, древнего малазийского народа, оказавшего, в свою очередь, большое влияние на цивилизацию индоевропейцев хеттов. И, наконец, Владислав Арзамбек был кавказоведом, автором ряда незаурядных работ в области кавказского фольклора и традиционной религии. Владислав Арзамбек с детства питал живой интерес к драматической истории своего народа. Вовсе не случайно, что он решил стать именно историком. Можно сказать, что с учителями Владиславу Григорьевичу повезло. В стенах СГПИ, Педагогического института, читали лекции такие крупнейшие абхазские ученые, как Зураб Яронович Анчабадзе, Георгий Алексеевич Дзизаря, Шалва Денисович Налпа. После окончания Сухумского пединститута Арзамбек избрал свою профессию – хиттологию, редчайшую специальность даже среди исторических наук. Определяющую роль в выборе специализации молодого Владислава сыграл его учитель, крупнейший абхазский этнолог, профессор Шалва Денисович Налпа. Владислав Григорьевич рассказывал мне, как однажды Шалва Иналпа подвинул перед ним карту древнего мира и сказал: вот здесь было хеттское царство, я хотел бы, чтобы занимался хеттами. Почему абхазского этнолога так интересовали хетты? Потому что именно через изучение хеттского языка и хеттской цивилизации можно было проникнуть в тайну хаттов, древних предшественников хеттов, язык которых, как полагают многие ученые, генетически связан с языками Северо-Западного Кавказа. Совет учителя оказался решающим при выборе специализации молодого историка. Цивилизация и культура хеттов, древнего индоевропейского народа, создавшая на территории Малой Азии могущественное хеттское царство в конце 30-х до нашей эры, стала его занятием многие годы. Но у Владислава была, несомненно, личная мотивация для занятий хеттологией, история забытого народа и цивилизации, существовавшей несколько тысячелетий назад. Как и его учитель, он также надеялся, что изучение истории языков таинственной страны Хатти поможет ему найти подсказки к раскрытию предыстории его собственного народа абхазов. В Москве научным руководителем Владислава был крупнейший русский филолог Вячеслав Всеволодович Иванов. В 1971 году под руководством Иванова Арзамбек защитил диссертацию кандидатскую на тему «Хатские истоки социальной организации древнехетского общества». Диссертация стала серьезным историко-филологическим исследованием. Автор подробно анализирует целый ряд терминов, относящихся к титулатуре высшей знати хетского общества, хетского царя и царицы. Владислав Арзамбек был высокообразованным человеком, открытым новым идеям. Помимо родного абхазского и русского, он знал английский, немецкий, мог читать по-французски и по-итальянски. Арзамбек свободно читал хетскую клинопись, переводил, ввел в науку многие новые хетские тексты по различным аспектам жизни хетской цивилизации. Много занимался хетской мифологией, ритуалами, также юридической системой и внешней политикой хетского царства. Он также являлся одним из немногих мировых специалистов, экспертов по хатскому языку. В этом была его сильная сторона, ведь он опирался на первоисточники и сам много с ними работал. Он бывал на международных симпозиумах, конференциях в Венгрии, Турции, Великобритании, Германии, США. У него был широкий круг общения с крупнейшими мировыми специалистами в этой области. Фундаментальная монография Арзамбека «Ритуалы и мифы Древней Анатолии» была опубликована в Москве в 1982 году и сразу же выдвинула его в разряд ведущих востоковедов мира. Эта работа стала по существу классическим трудом в области хетской культуры и мифологии и настоящей настольной книгой для хеттологов. В ней подробно описываются хетские сезонные ритуалы, структуры хетского царского праздника, функции царя, цариц и других участников ритуала. Монография «Ритуалы и мифы Древней Анатолии», на основе которой была защищена в Тбилиси диссертация в 1985 году, докторская диссертация, стала самым крупным этапным произведением Владислава Арзамбека, посвященной истории хетского общества и его социальной организации. Богатство идей, учет мнений предшественников, предлагаемые новые трактовки и, помимо всего этого, ввод в научный обиход большого количества новых хетских текстов и их переводов, естественно, впервые не только на русский язык, но вообще на современные языки, делают эту книгу незаменимым источником знания о природе и функционировании хетского общества. Третья крупная работа Арзамбека под условным названием «Хетские цари и их соседи» не только осталась рукописью, но не была, к сожалению, закончена, поскольку драматические события в Абхазии не оставили ученым никаких шансов на ее завершение и подготовку к печати.
Публикации мешали научная добросовестность Владислава Григорьевича. Как он мне говорил, в конце 20 века в науку были введены новые данные. Его работа, как он считал, устарела. Так он считал, такие высокие стандарты он сам для себя установил. Но такая требовательность, конечно, его ярко демонстрирует как высочайший уровень внутренней культуры и профессиональной этики. И тем не менее, несмотря на опасения автора, можно сказать, что монография «Хетские цари и их соседи» даже в незавершенном виде обладает значительной научной ценностью, и поэтому она была опубликована в полном виде во втором томе собрания его работ. Большой вклад Владислав Арзимб внес не только в исследование культуры и языка хеттов, да, хетского царства, но также и хаттов, древнейшего населения Малой Азии. В частности, он внес большой вклад в изучение структуры хатского языка и показал его очень близкую типологическое сходство с языками Северо-Западного Кавказа, абхазским, адыгейским, кабардинским, абазинским, узбекским языком. Арзимб не только показал структурное сходство этих языков, но также и нашел, и до него указаны были, и он нашел новые доказательства лексического сходства хатского языка с западно-кавказскими языками. Ну, целый ряд их, я сейчас не буду перечислять, их, тем не менее, они очень интересные и очень убедительные. Вот. Пока любые другие гипотезы связи хатского с другими языками, они не настолько яркие, не настолько убедительные. Кратко скажу о кавказских работах Владислава Арзимба. Вот у него есть две работы по нарскому эпосу, об этом будет говорить, наверное, наш президент Академии наук. Вот. А также другие работы анализируют культ железа и кузнечного ремесла у абхазов. Значение кавказских работ Арзимба трудно преценить, как они затрагивают глубокий пласт фольклорного, в том числе эпического материала. И в целом достаточно хорошо изучен пласт кавказской, особенно абхазской мифологии и традиционной религии. Новым для абхазской науки в подходе Владислава Арзимба было то, что была как сама методология исследования, так и поразительный широкий охват сравнительного материала из традиций многих различных культур мира. Помимо глубины исследования проблем, они замечательны тем, что автор успешно помещал абхазский и кавказский материал в более широкий контекст традиционных культур и мифологии мира, что делает его выводы более весомыми и аргументированными. Как Арзимба востоковед, ученый, помог Арзимбе политику и полководцу. Вот, для меня лично эта связь очевидна. Вот, я приведу один пример. Вот, выступая в 1989 году на съезде народных депутатов СССР, Арзимб привел в качестве примера древнехатскую молитву. Это удивительно просто, да? В 20 веке. Он начал так: поместите в фундамент нового фундамента благой камень. Не кладите фундамент дома недобрый камень. Судьба СССР нам известна, и можно говорить о том, что какой камень был положен в его фундамент. Но напротив, есть полная уверенность в том, что фундамент абхазского дома Владислав Арзимб заложил благой камень, гарантирующий благополучие и процветание в родине Абхазии. Владислав Арзимб создал практически новую геополитическую реальность и новый субъект международного права, Республику Абхазия. Несомненно, было что-то в его глубоком знании истории, в его убежденности, в своей правоте, что помогло ему провести свой народ через все бедствия и испытания, последующие за распадом СССР. Резкий экономический упадок, жестокую войну с Грузией, тяжелейшие годы блокады. Абхазия вышла из всех испытаний как свободное, независимое, а ныне признанное государство. Огромный вклад в эту поразительную победу, достигнутую абхазским народом, внес один человек – Владислав Григорьевич Арзимб. Крупный ученый, выдающийся государственный деятель, талантливый дипломат, полководец, истинный лидер абхазского народа. Спасибо. Среди многообразных научных проблем, разрабатываемых Арзимбом, одной из центральных мест принадлежала проблеме реконструкции образов, сюжетов и мотивов нардского эпоса горских народов Кавказа. Глубокие познания Владислава Григорьевича в области древних культур дали ему возможность раскрыть прежде незамеченные ритуально-мифологические тайны абхазской нартяды. Здесь особенно ярко проявился блеск таланта историка-хитолога, исследователя ритуалов и мифов, эпической традиции и языков Древней Анатолии и Кавказа. Для реконструкции семантики отдельно взятого образа, сюжета, мотива и элемента нардского эпоса Арзимб приводил аналогии из нескольких источников.
из разных сюжетов одной версии эпоса, из других национальных версий эпоса, из произведений иных жанров фольклора, из мифоэпических и религиозно-мифологических традиций абхазо-адыгов, хуритов, хаттов и других этносов. Ритуально-мифологической семантике нардского эпоса целиком или частично посвящены следующие исследования Арзенбы. Нардский сюжет о рождении героя из камня, приметы образа пастуха абхазских нардских сказаний, к истории культа железа и кузнечного ремесла, почитание кузниц у абхазов, и хуритский рассказ об охотнике Кесси. Все эти работы вошли в собрание трудов ученого, изданного в трех томах. Сюжеты, устойчивые мотивы и элементы нардского эпоса, семантику которых находят новую интерпретацию, в основном исследования Арзенбой по изучению нардского эпоса в большинстве своем связаны с центральным героем абхазского и адыгского нардского эпоса Сосрыкуа Сосруко. К ним относятся сказания о рождении героя из камня, о добивании огня, о встрече с великаном Пахарем, о борьбе с великаном-всадником и ряд образов, мотивов и элементов, составляющих структуру эпического повествования. Детальное изучение названных сюжетов приводит исследователя к мысли о том, что все эти сюжеты по своей структуре однотипны. Каждый сюжет представляет собой одну из возможных реализаций основной темы – потери или отсутствия чего-либо и обретения. Эпический герой, стремящийся обрести утерянное или отсутствующее, попадает в иной потусторонний мир и встречается с обитателем того мира, великаном-змеем. Существа иного мира несколько отличны друг от друга в разных сказаниях. В частности, великан-пастух в сюжете о рождении героя из камня, великан-хранитель огня в сюжете о добивании огня Сосрыкуа, великан-пахар в сюжете о встрече Сосрыкуа с великаном-пахарем, великан-всадник в сюжете о борьбе с великаном-всадником. Однако все эти образы обнаруживают схожие или почти схожие приметы, которые проявляются в мотивах волос скота, сна или манеры сна, пахоты, тропы и семиглавости. Раскрывая семантику наиболее устойчивого мотива сюжета о рождении героя из камня, хождении к реке сатаней, Арзенба выделяет такие его элементы, как шерсть, прядение, ткани, купание в реке. И заключает, что данный мотив равнозначен мотиву путешествия, в которое отправляются и персонажи других нардских сюжетов. Там, в ином потустороннем мире, они встречаются с существами, от которых зависит устранение беды, отсутствие ребенка, огня и других благ. Ритуализованный характер мотива прядения, ткани, сатаней, устойчивая связь его с возвращением сыновей, с зачатием, рождением Сосрыкуа указывает на космогонический характер этого занятия. Прядение ткани, изготовление деяний, возможно, олицетворяют создание, изготовление космоса, его оболочки. Космогонический характер носит не только прядение ткани, но и сам акт зачатия, а также последующее рождение младенца. Тело ребенка, по-видимому, отождествляется с порождаемой или воссоздаваемой Вселенной. По интерпретации Арзенба, река и другие функционально тождественные ей элементы описания ряда нардских сказаний, например, за рекой, вдоль реки, родник, гора, вершина горы,
граница, ущелье, мост, пропасть и так далее предстают как преграды, как границы. После их преодоления или вблизи них герой встречает предмет своих странствий, совершает героический поступок. Следовательно, река и другие вышеперечисленные пространственные координаты интерпретируются как элементы описаний потустороннего мира, куда отправляется герой. Понимание реки в качестве границы между мирами, сюжеты о рождении героя из камня подкрепляется, как видится, весьма емким эпитетом, обращением в речи сатане в абхазской версии эпоса. «Мой сын, рожденный тем и этим берегами реки, Наршаар Шлаиз Сычкун», или родившийся на том и этом берегах реки, Наршаарч Из. Необходимо уточнить, и это весьма показательно, на мой взгляд, что в абхазском языке пространственная антитеза Наршаарч, Нарчы, Арчы одновременно означает тот и этот берег реки, и тот и этот мир. В сюжете о рождении героя из камня Владислав Арзенба отдельно выделяет мотив крика пастуха у реки, который означает то же, что и удары, подобные молнии. Стрела семя пастуха описывается как громовой удар. Посылка стрелы сопровождается криком пастуха. Мотив крика рева в нацком эпосе, как заметил ученый, типологически сходен с мотивом рева, которым разрезал Индра, Валу, а также с мотивом крика, как гром Хувавы в эпосе о Гильгамеше. Арзенба обращает внимание на функциональную значимость мотива камня, скалы в нацком эпосе, который фигурирует в нескольких нацких сюжетах. В сказании о рождении Сосрыква он предстает то как лона, в которое попадает семя и в котором зарождается жизнь, то как своеобразный зародыш. Также камень, несомненно, исконный древний элемент сюжета о добивании огня. В другом нацком сказании Сосрыква погибает от запущенного в него камня или колеса. Арзенба находит совпадение цвета камня и цвета героя Сосрыква, родившегося из него, синий, темный, смуглый, черный. Исходя из функции камня в нацком эпосе, ученый предполагает, что синий или темноватого отлива камень соответствует значению хетского кункуниции, наименование материала какой-то разновидности камня, из которого сделано тело героя хуритского мифологического эпоса об Уликкуме. В качестве основного координата времени действия в нацком сюжете рождения героя из камня Владислав Григорьевич Арзенба выделяет мотив полудня. В полдень происходит зачатие Сосрыква, завершается его закалка. Это время значимо и для некоторых иных действий в других нацких сказаниях. Оно имеет место в сюжете о встрече с великаном-пахарем, с великаном-хранителем точных пастбищ, о встрече с великаном-всадником, о взятии братьями-нартами крепости великанов и так далее. С мотивом полудня исследователь соотносит и равенство дней сна и дней бодрствования Сосрыква и других эпических персонажей. Одним из обязательных мотивов сюжета о рождении героя из камня предстает закалка Сосрыква в кипящей стали. Интерпретируя этот мотив, Арзенба обращает наше внимание на обряды посвящения детей кузни у абхазов, которые могут отражать древнюю традицию посвящения юноши. Кроме того, описание закалки в эпосе указывает на исключительное значение кузнечного ремесла и культа кузни в традициях создателей нацкого эпоса.
Вообще же в истории порождения Сосрыкова исключительно важную роль играет кузнец. Он высекает образ младенца из камня, изготавливает для него железную колыбель и закаляет Сосрыкова в расплаве стали. Ученый убедительно показывает связь кузни, кузнеца, змеи и огня, для чего приводит весьма интересные примеры из абхазо-адыгской традиции, в которых сам кузнец или великан-хранитель огня представляется в образе змея. Также Владислав Арзенбо выявляет интересные параллели к нардскому сюжету о рождении героя из камня и в других хетских текстах. В частности, сопоставимы каменные герои Хурицкий Уликкуми и Кавказский Сосрыкова. И в нардском эпосе, в эпосе об Уликкуме, камень, скала у реки или в холодном озере олицетворяет женское существо, женское лоно, с которым сочетался пастух Зартыш или бог Кумарби. Суммируя вышесказанное, можно заключить реконструкции и интерпретации образов, сюжетов, мотивов и элементов абхазских и адыгских нардских сказаний о Сосрыкова, содержащие в исследованиях Владислава Григорьевича Арзенбо, показывают, что истоки сюжетов, мотивов и образов нардского эпоса совсем не обязательно отыскивать в индоевропейской или индоиранской мифологиях, что поиски мифологических основ центрального сосрыковского цикла абхазо-адыгских нардских сказаний в пределах древней локализации абхазо-адыгских и родственных им народов становятся весьма и весьма перспективными. Соответствующие параллели могут быть объяснены предполагаемым генетическим родством хурито-урадского и хатского с восточно-кавказскими и западно-кавказскими языками. Владислав Григорьевич Арзенбо, Аяша Харами, Аумадзаздазгва, Сейгре Азымчхактбау, Хатаро, Убрякнет и Джешетом, Уидзбох и Нартбана, Ганрацала Апсу Милат литература и Хазари и Вепшима жанр Курицарква, Чамта Курчу, Яхциргахаз. Уи Джейшером, Арзенбо Авилар Бзебра Дахалнахаз, из банды Ярай Хабеб Гашила, Его Вишила, Игбахирала, Зикрила Авилар, Шишек Сала еще Кулахо, Редиал Дацанакван. Убри Намадана, Куалам Шашамадзам, Уи Кытан, Жулар Фархаца Кяхба Хаджарат изгна, Шинук Баи Хауцахаква. Насып ему Авилар Пхазиртаз, да псоп хаги Рхаца Шейпсахаз, Жулар Рыбзе Баракала Ниадзом, Ялнах Издалнах, Япсам Табазом. Арзен Дбаим Чхактбан, Хуцшалей, Туней Хопшишалей, и Хатарачур Челардзион, Харапшра, Акугара, Агумшвара, Абснаджинь Плоти Башран, Аруай, а дипломатшей, журналистшей, Ярей Пулараква, а митинг Корчюк Кулараква, Авила Рышка Гуартла и Цирцраква, а Бартахтыску Зиги и Нартбан Ерныпший, Ускани Тыцва за газетку Апсна Республика, Хтула за Ухаубаси Гиртки. Яразнак Авила Рылатвейд, и Гуштах Нихалаз, Ай Бешран, Заургандия, Япсамта, Арчамта, а батальон Пакаш Айбеш Цараша. Пхякаб Жуа Шейбаркула, Хацрах Зимдрзах Пхакпаб, Хагад Нухва Шетанкула, Ерейшала Дахквабаб, Апсила Ариштра Бжуа Арпарча, Игаминызкула Баагвар, Ахфар Хатша Гумшаква, Абрыскил в Цархи Ицкар, Хнелаб Апсхаишта Хыла, Хапхойд Арзен Бейбжи, а фашист Дуксо Апсентула, Яхцо Наунакдзе Ивше. Абсензин Аджинтплоти Бишра, Яхаза поэта и Фаджба, Аквадала Ханданухас Пимшинзачи Иван, Тара Скука Ханесу, Мчахамам, Сгупна Жой, и Тах Яхшила Усуту, Ямудзаква и Пьяни Талара Хача, Хайвлер Ричаргуланин Харцрома, и Хуцрес Ярзенба, Тара Сикпухот Макяна, Агвахриму, Адыррагиму, Аха политика Кахпро, Уяева
илоу сыздырам, аиаша мацара иалшо маҷуп, амч, абџьар анацым. Абас еиԥш аҭагылазаашьа егьа игәҭарҷаҷагазаргьы ҳажәлар рзы апоет зынӡак игәы каижьыр иҭахымызт, ианамуӡахгьы иреиҳаӡоу аԥсабаратә мчқәа гәыӷырҭаны дрызхьаԥшуеит. Уи атәоуп иҳанаҳәо зықьи-жәи-ԥшьыни-жәа шықәса сентиабр хԥа рзы имсынҵаҿтәи иматанеира. Дыдрыԥшьаныха суҳәоит, ухьышьаргәыҵа сакәхшоуп, Аԥсны иалачо, аԥсуааи Аԥсны рзы ҽеи зҭахым, умч дырба, ажәҩан анцәа ҳазшаз, умчра аарԥшы, аԥсуаа урхылаԥш, Арӡынба уихылаԥш, игәы каумыжьын, иахьа шаҟа ҳгәы ҭаԥҽуаҟара, уаҵәы ҳзыргәырӷьаша ажәибжьқәа ҳарҳа. Нанҳәа жәибжь рзы ақырҭуа данҳақәла, имаҷҩымызт Арӡынба ҳашԥеишьи, амыждараз Москвантәи дабааргоз, ақырҭқәеи ҳареи ҳашԥеиҿеижьи ҳәа иақәыӡбоз. Ус еиԥш иҟоу ацәажәарақәа ирыцу ашәарҭара атәы усҟан иаахтны иҳәон Аџьба, амилаҭ иаадырԥшыроуп аҟәышра, иаҳагьы рҽеиладырҵароуп, ҳкурс хада, ахьыԥшымра зуқәԥара ҳақәныҟәалароуп. Еиқәырхатәуп аԥсуа парламент Арӡынба дшахагылоу. Уи ида сара дызбом, уажәазы Аԥсны арыцҳара иалазмыртша даҽа хадак. Таиф Аџьба раԥхьатәи ԥсуа шәҟәыҩхеит, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Арӡынба ихаҭареи, аибашьраантәи иеибашьра политикатә лшарақәеи ахәшьара ҳарак рызҭаз. Аибашьра анцози, уи ашьҭахьи аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи, ажурналистцәеи иаҳҳәап Борис Кургәлиа, Никәала Кәыҵниа, Платон Бебиа, Терент Ҷаниа, Рушбеи Смыр, Лиолиа Танба, Екатерина Бебиа, аԥсуа жәлар рмилаҭ хақәиҭратә еибашьреи, уи амҩақәҵаҩ Владислав Арӡынба ирызкны иаԥырҵеит апублицистикатә статиақәеи, аочеркқәеи, ажәабжьқәеи, ажәеинраалақәеи маҷымкәа. Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа жәлар рԥыза Арӡынба дидыркылоит Нарҭ Сасрыҟәа, Абрыскьыл, Аԥсҳа, Леон. Аибашьраан икьыԥхьыз арҿиамҭақәа иаарылукаартә иҟоуп зԥазаҵә зҭахаз апоет Витали Амаршьан иажәеинраала Жәлар рԥыза. Уаҟа апоет Аԥсны иқәынхо амилаҭқәа зегь рахь ааԥхьара ҟаиҵоит аԥхьагылаҩ ҟәыӷа Арӡынба иажәа ихшыҩ иацныҟәарц. Ҳаит амарџьақәа шәеиҵамхан, аӡә ушхьоумкын ушәаны, зџьынџь аҵеира уажә иаԥсамхаз, ахаан дҟалашам даԥсаны, ас афрауаҩ данҳаԥыза, анцәа дынҳаиҭа уи дрызҟны, џьарак ҳаилаҵәап, ҳаиԥшны ахызаҵә, ҳнеилымшәо ҳнеилап ҳаихьыԥшны. Арӡынба изкны иаԥҵоуп ажәеинраалақәа инадыркны аепикатә рҿиамҭақәа рҟынӡа. Урҭ рахьтә ҷыдала иалкаан рыӡбахә ҳәатәуп Мушьни Лашәриа ижәеинраалоу ироман Аџьынџь, Рушбеи Смыр иажәеинраала Владислав уахь. Алирикатә нотақәа рыла ихыркуп иара убас Арӡынба ихьӡ зынҩыло ажәеинраалақәа Борис Гәыргәлиа аԥыза, Владимир Занҭариа, Владислав игәаларшәара, Бела Барцыцԥҳа, Арӡынба иблала, Енвер Ажьиба, убираҟ аҵаҟа Аԥсны уҳәа убас ирацәаӡаны. Еиқәыԥхьаӡо иаарылукаартә иҟоуп Рушбеи Смыр иажәеинраала Владислав уахь. Уара ажәҩан зырмацәысыз, уара шәышықәсақәа рҵеи, уара адыд зырҭаслымыз, изырхәыцыз адунеи. Акаԥкаԥқәа ԥшьаала зашәахә ныҵакны изҳәало, ԥсыуа хылҵшьҭра рашҭа-ргәара шарԥазыла ирҭыԥхало, уара зқьышықәсқәа зырцәажәо ҳаҳҭоурыхқәа рыхҟәыршәа, уара ҳбаашқәа реибаркыра, уара ҳанацәа рыгәшәа, иҳацәҭахазгьы рыԥсқәа рҭынчуа, рыгәқәа ирықәыҩуа убжьоуп, ушҳаԥызац уҳаԥызоуп, уара имицгьы урашьоуп. Хашҭра зқәым Владислав Арӡынба ихаҿсахьа агәра ганы ҳаҟоуп, ари нахысгьы рылаԥшҳәааҿы иҟазаауеит асахьаркыратә ажәа зҟазацәа, ажурналистцәа, аҵарауаа. Уи ус шакәхо агәра ҳзырго афактқәа иреиуоуп крызҵазкуаны адунеи збаз иара изку ашәҟәқәа. Эпоха Арӡынба, хроника жизни человека, историка, политика. Слово о первом президенте Владислава Арӡынба к 70-летию со дня рождения. Уҳәа убас егьырҭгьы арҭ ашәҟәқәа ирымҽхаркуеит астатиақәеи, агәалашәарақәа реиԥш, апоезиатә, апрозиатә рҿиамҭақәагьы. Мне посчастливилось
работать с Владиславом Григорьевичем. В 90-м году я был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Автономной Республики Абхазия. И одновременно мне было поручено курировать сельскохозяйственные опытные станции, расположенные в Абхазии, сельскохозяйственного профиля, научные учреждения. Началась война, мы все оказались в Гудаутах. В одном из совещаний Владислав Григорьевич мне задает вопрос: что вам известно, какова судьба наших опытных станций в Абхазии, научных учреждений? Я ему говорю, значит, единственное в Гудаутах у нас осталось Гудаутское небольшое научное учреждение Сухумской опытной станции, а все остальное оказалось на оккупированном территории. Реальной информацией мы не обладали. Он говорит: чем вы занимаетесь там? Я ему говорю, вот в основном плодоводство, и решил немножко похвастаться, говорю, вот 3 года тому назад мы завезли новые 9 сортов киви, которые в Абхазии никогда не было, и мы разработали технологию и заложили. А потом я подумал, что я говорю, идет война, о каком киви может вообще разговор идти? Вы знаете, такая пауза, я на всю жизнь это запомнил. И он говорит: организуйте завтра посетить это небольшое научное учреждение. Мне немножко легче стало, конечно. Пришли, посетили. Во время чаепития он говорит: значит, мы обязательно победим, мы вернемся в Сухуми. Как мы вернемся, на базе всех этих сельскохозяйственных учреждений должно быть создано научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Мы услышали, в апреле 1993 году выходит постановление правительства, и был организован институт сельского хозяйства. Впервые я познакомился с Владиславом Григорьевичем в 1987 году. У нас в Абхазии состоялась выездная сессия Академии наук СССР на базе ботанического сада. Обсуждали развитие ботанической науки на юге страны и так далее. Возглавлял эту комиссию крупнейший ученый мира Тахтаджан Армен Леонтьевич. Его считали ботаником №1 в мире. И вот на этом совещании мне пришлось выступить. Там присутствовали представители правительства, представители лесной отрасли в лице Пачи Харитоновича Барцица. Он тогда был министром лесного хозяйства Республики Абхазия. В своем выступлении в то время шла очень тяжелая борьба за сокращение лесосечного фонда, объема лесосечного фонда Абхазии. И в своем выступлении, как всегда, остро осветил эту проблему. Тут Пачи Харитонович как-то немного хотел сгладить ситуацию и несколько приукрасил вопрос. Я не выдержал: Пачи Харитонович, вы были на этом месте, о чем я говорю, Черкесская поляна? Он так сник немного и говорит: так вот, если вы все, которые вот здесь сидите, поедете туда, посмотрите этот объект, вы первым будете кричать о страшной ситуации в этой отрасли. Ну, вышел, сел рядом с каким-то молодым человеком. Он взял мою руку и говорит: молодец, Сергей, говорит. Молодец, говорит, я очень рад, что, говорит, такие люди у нас, мол, то-то, то-то. Оказался это Владислав Григорьевич. И вот тогда мы с ним познакомились. Второй случай был, когда Владислав Григорьевич пришел к нам в ботанический сад. Шел этот процесс формирования, у него уже зародилась эта идея об основании Академии наук. Но он решил посетить каждое научное учреждение в Абхазии и выяснить состояние, какие у нас ресурсы в этом направлении. Пришел он, тогда у нас был Георгий Григорьевич Айба, сидели мы там, несколько человек, и разговаривали. Тут я осмелился и говорю: Владислав Григорьевич, вы знаете, мы страшно нуждаемся, тогда денег не было, кошмарная ситуация. Но в это время, в общем, в стране, в республике шли грабежи и все, и так далее. Мы очень сильно тогда пострадали, и говорю: Владислав Григорьевич, просим, большую просьбу выделить нам какие-то средства на организацию охраны. Вот такой.
Сами тоже постарайтесь говорить. Но несмотря на это, он выделил нам 6 единиц охранников и соответствующую зарплату им. Нам, научным сотрудникам, не платили, а им платили для того, чтобы сохранить. Следующая встреча была, меня вызвали, говорит, Владислав Григорьевич просит, чтобы вы пришли туда. Пришел. И он спрашивает меня, уже началось процесс организации академии. Что вы думаете, говорит Сергей Михайлович, говорит, насчет того, чтобы у нас была академия создана? Ну, я со своей такой откровенностью говорю, Владислав Григорьевич, мы организуем, допустим, но это будет формальная сторона вопроса. Не будут ли наши коллеги за рубежом смеяться над нами? У нас сегодня, к сожалению, я говорю, таких специалистов, чтобы назвать их академиками, они ограничены 1-2 человека, если можно. Сергей говорит, разве я это не понимаю? Но говорит, кодры, поэтому мы должны начать это, как заложить основу, говорит, а там постепенно, говорит, будем укреплять. Ну, убедил, но я предлагал ему организовать здесь у нас в Абхазии совет по науке при президенте страны. Правда, я свое предложение, свое видение предложил, как я внес тогда, курировал этим вопросом Юрий Николаевич Воронов. Самый тяжелый случай в моей жизни, как его в связи с Владиславом Григорьевичем. 1999 год вызывает и говорит, нет, Сергей говорит, мы, говорит, должны формировать план лесосечного фонда будущего года. Что нам делать? Какое состояние? Выяснить, сколько нам можно. Одни говорят, можно 50 тысяч кубометров. Другие говорят, нельзя. Третьи говорят, там какие-то другие цифры. Говорят, от специалистов хочу, говорит, я узнать, что нам делать, как эту отрасль дальше управлять. И он создает комиссию. Покорный ваш слуга во главе, и там участвовали человек 7. В том числе мои коллеги там, я сейчас не хочу их назвать. И, в общем, прошли мы от востока до самого запада, и мы прошли все эти леса. Нам срок он дал месяц. Прошли все эти лесосеки, все эти леса посмотрели, все составили официальные документы о катастрофическом состоянии всех лесосек, что творилось и как, чего, что. И что можно было. Проанализировали, и максимальная возможность была, мы сказали, около 25-30 тысяч кубометров, не больше в год, и то в течение 5 лет дальше вообще рубить в Абхазии нельзя. Мы составляли документы, и вот мы должны были завтра пойти, как его, к Владиславу Григорьевичу, и тут приходят, говорят члены комиссии, мы не будем подписывать такой документ. Я говорю, ребята, вот ваши подписи стоят на актах. Я что делал? Мы ходили на участок, осматривали, и тут же мы акт составляли и все подписывали, потому что здесь ваши возражения или несогласия, здесь мы будем выяснять. Вот так мы прошли все, и везде документы вот такое созданы. Как вы хотите, я один пойду, с моим одним подписью пойду, и я скажу ему, что вы отказались. Ну, хорошо. Пришел, посмотрел, 20 страниц было. Он меня никуда не отпустил, прочел от начала до конца. Да, Сергей говорит, тяжелая ситуация. Я говорю, Владислав Григорьевич, я документ составлен не того, чтобы кого-то наказать, кого-то посадить или что такое. Чтобы разъяснить, пояснить, обосновать сегодняшнее состояние и о дальнейших наших планах. Это все было в нашем докладном отражено. Он говорит, все, что вы говорите, это все правильно, Сергей. Но мне, говорит, надо платить тебе зарплату. Мне надо пенсионерам платить зарплату. Мне надо содержать, говорит, армию. Сергей говорит, я, говорит, тоже человек науки, мы иногда, говорит, в облаках витаем, говорит. Иногда и так далее, вот так вежливо так сказал. Но я человек, Ариша, не в облаках витал, а просто в реальности оперировал. Но во всяком случае, он говорит, хорошо, мы подумаем, что сможем, говорит, сделаем. И он сделал. 30 тысяч кубов, они просили 50. 30 тысяч кубов. Почему я это так говорю? Потому что он слушал мнение объективно. Если его убедить, у него не было задного хода. Но если это неубедительно, тогда он принимал самостоятельное решение, как это нужно.
Ну, можно было очень много, я не буду больше задерживать. Единственное, чем я могу себя успокоить, тем, что когда вопрос стал организовать мемориальный комплекс, там в Вишерах надо было там консультация специалиста. Меня вызвали туда, и вот Светлана Иродионовна знает. Мы сделали все, сколько смогли, как смогли, и то, что вы видите сегодня. В этом я свой долг какой-то где-то, от чего-то я перед нашим великим Владиславом. Сегодня мы, каждый из нас ощущает его отсутствие. И мы будем долго ощущать отсутствие Владислава Григорьевича в области порядка, правопорядка в нашей стране, в области самосознания нашей общественности. Нам необходимо объединиться и понять самое главное перед нашей страной, наше будущее, наш народ, наше будущее поколение. Вот в этом направлении мы все должны думать, как нам велел наш великий Владислав. Аӡәырҩы ҵарауаа, ауаажәларатә усзуҩцәа, аполитикцәа алацәажәахьеит Аԥсны аԥхьатәи ахада аҭҵаарадырраҿы, аԥсуа ҳәынҭқарра аргылараҿы иҟаиҵаз алагала. Убри аан сгәаанагарала инагӡаны иаартӡам Владислав Арӡынба ихаҭара ахы иаҿагылаз аибашьҩы иблала. Жәаҳәарада, иара есны ицәажәахьеит аибашьраан ар ираԥхьагылаз анапхгараҭраҿ иҟаз ауаа. Аха зеиԥш сахьа гәылырҭәааны иаазырԥшыша аматериал еидкыланы, анализ азуны макьана иҟаҵамзар ҟалап. Шықәсқәак ирылагӡаны иеидкыло уаашәҩык аибашьцәа ирыҿцәажәаны ианҵоу агәалашәарақәа шаҳаҭра руеит дарбан еибашьҩызаалакгьы ихәыцрақәа, илкаақәа ишыргәылоу Владислав Арӡынба изку ахшыҩҵакқәа. Агәалашәарақәа. Урҭ рыбжьара иҟоуп иара хаҭала дыздыруаз ауаа. Ус иҟоу абжьааԥны еиҭарҳәоит ахада идҳәалоу, аха дара рхаҭақәагьы злахәыз хҭыск. Иҟоуп лабҿаба дырбартә еиԥш алшара змамыз ахабаагәар еиԥш иқәгәыӷуаз. Уи аганахьала ахатә ҷыда рамоуп мрагыларатәи афронт аибашьцәа рҟынтә ианҵоу агәалашәарақәа. Аибашьраан жәаф шықәса зхыҵуаз Ԥақәашьтәи аибашьҩы Асҭамыр Аҳашба. Уи ицәажәараҿы убас иҳәоит, ҳара убра Ҭабиаҿы радио хәыҷык ҳаман. Убрантәи Арӡынба ибжьы анҳаҳалак, анцәа ибжьы ҳаҳазшәа ҳгәы ҟалон, убас ҳазԥшын. Кәтолтәи аибашьҩы Аԥсны афырхаҵа Адгәыр Ӡлаиа Арӡынба изку ихәыцрақәа рҿы абас еиԥш иҳәоит. Игәра ҳгон, ҳажәлар игәра ргон, ҳаргьы игәра ҳгон, ҳанацәагьы игәра ргон, ҳабацәагьы игәра ргон, бзиа дырбон, ҳшимҭыруаз ҳдыруан, уи ҳгәы шьҭнахуан, ҳаиҳабы дзусҭаз ҳдыруан. Имаҷыҩӡам аибашьцәа рыҩныҵҟа аиааира алҵшәақәа зыбзоурахаз ҳәа зхатә хәыцрақәа шьақәзыргылаз аналитика аҟаҵара зылшо. Ус иҟоу иреиуоу Аԥсны афырхаҵа лыхнытәи аибашьҩы Баҭал Лакәиа иажәақәа рыла иаҳҳәозар, усҟан Владислав иакәымкәан даҽаӡә дыҟазгьы азеиԥш иааира зыҟалаӡомызт. Уи џьабаа хәамаӡам. Аибашьҩы игәалашәарақәа ирылоуп Арӡынбеи иареи реицәажәара хәҭақәак. Аилибамкаарақәа усҟангьы ицәырҵхьан. Иԥсы сакәыхшоуп Владислав аибашьра ашьҭахьтәи лабҿабатәи ҳаицәажәарак аҟны акадр ҭҵаара зегь реиҳа ихьанҭахеит иҳәеит. Иахьа иааиуеит быжьҩы еиқәибаӡа. Абри дадҳәа, дасҭоит. Нас мчыбжьык ашьҭахь еиҭа еиқәибаӡа иааиуеит ари иауҭаз ҳаифеи дамухыроуп ҳәа. Абас игәы иаланы иҳәон. Зуаҩыбжара иқәлахьаз, мамзаргьы аиҳабыратә абиԥара иатәны иеибашьуаз Арӡынба изку рхәыцрақәа зынӡаск иреиԥшӡам усҟан иқәыԥшӡаны аибашьра иалагылаз аҷкәынцәа ргәалашәарақәа. Зеиԥш шықәса зхыҵуаз аибашьҩы Даур Агәхаа ицәажәараҿы иҳәоит, сара хаҭала схы сеигӡаӡомызт, ихымҩаԥгашьаҟынтәи, ихаҵараҟынтәи, игәаӷьраҟынтәи, ицәажәарақәа рҟынтәи. Гәыла иаргьы ус дыҟан, иԥсы деигӡомызт. Абык еиԥш, ишеиҳабк еиԥш, сҭаацәара датәны дсыԥхьаӡон, есҽны игәашә ҳалсны акәын еибашьра ҳашцоз, игәарԥ ҳақәсны. Убра сахьақәшәаз даара сгәы здууп, иигәаӷьыз даара ирацәоуп. Аиааира ҳзаазгазгьы иара иакәны сихәаԥшуеит. Ҳмилаҭ еиқәхозма, еиқәымхозма, иара дыҟамызгьы ҳәа санхәыцлогьы ыҟоуп. Дыҟамызгьы ҳмилаҭ аанхозма, ҳбызшәа аанхозма. Ажәлар есымшагьы аԥхьагылаҩ дрымазар ауп. Аҿырԥшыга думазар ауп. Амҩа уқәызҵо дыҟазар ауп. Аҭаацәараҿгьы ус ами, уҳәо еиқәыршәаны уусқәа неиҿумкаа, унхараума, унҵыроума, уусқәа ԥхьаҟа ицараны иҟаӡам. Аҳәынҭқарраҿгьы усоуп. Уҳәо еиқәыршәароуп, аԥхьагыла дыҟазар ауп, ҿырԥшыгазар ауп, ак иҳәо даҽак ҟаиҵо акәымкәан, иажәеи уси еимадазар ауп. Сара дыстәуп ҳәа дцәырылго егьи
духәаҽуа уалагар, ажәлар рҿы аԥхьагылара узыҟаҵаӡом. Гәыла-ԥсыла ухаҭа уцқьазароуп, узҿу цқьазароуп, аԥхьагылаҩ анухьӡха. Нас ажәларгьы удгылоит. Убас дыҟан азоуп Владислав ажәларгьы зидгылаз. Иахьеиуаха излахысуаз Баслахә ақыҭа аибашьҩы Аԥсны афырхаҵа Беслан Кикәариа ицәажәараҿы иаликаауеит ажәлар ргәышьҭыхраҿы, ргәкамҳараҿы аԥыза имаз аҵак ду. Ҳара разҟыс иҳаман Владислав ԥызас дахьҳамаз аибашьра ианалага. Усҟан зегьы иара ишиҿагылазгьы сыжәлар шәгәык ашәмыжьын, зегьы ҳариааиуеит ҳәа ҳгәышьҭихуан, дҳаԥхьагылан. Иҳәатәуп лассы-ласс иуԥыло ажәаны ишыҟоу Арӡынба иҩыза аԥыза ус ҭоурыхла дцәырҵит ҳәа акәымкәаны, доуҳамчла, анцәа имчала Аԥсны далахьынҵахеит ҳәа. Убас ауп дышихцәажәогьы Аԥсны афырхаҵа Аԥсны зҽаԥсазтәыз аҳақьым Даур Гәыргәлиа. Владислав анцәа даҳзааишьҭит. Ажәлар рдоуҳа еидкыланы ирҭахыз, ирыхәҭаз ауаҩы дгәылыршәан даҳзааишьҭит анцәа. Афорум ауп даазгаз, аха иара дыҟамызгьы, усҟантәи аамҭазы ҳхақәиҭрагьы ҟаломызт. Ҳаԥсуарагьы ыӡуан. Уи дуаҩ дуун, иахьанӡагьы аҿар рааӡара знапалақәа аибашьцәа Арӡынба изку рхәыцрақәа иргәыцәуп, дара ишырҟазшьо еиԥш уи иҿаԥштәала анаҩстәи абиԥарақәа реиҵааӡара. Убас ихәыцуа уаҩуп Аацытәи аибашьҩы Леон иорден акавалер, схы иақәиҭу ақәԥаразы асовет еидгыла аспорт азҟаза Џьон Партанаӡе. Владислав Григорий-иԥа Арӡынба иара аибашьра ҟалаанӡагьы Москватәи иқәгылара азҿлымҳара аҭан Аԥсны. Иахьа Арӡынба дықәгылоит анырҳәоз убысҟангьы ауаа ҩнаҭацыԥхьаӡа телербага рымаӡамызт, рызегьы иҩны русқәа кажьны еиқәибаӡа телербага змаз рҿы инеины ишахәаԥшуаз иахьеиԥш исгәалашәоит. Саргьы сазыӡырҩуан. Ҳазҭагылаз аамҭа ҳалацәажәозар дунеи хаан зыхьӡ камшәо, зыжәла есқьынгьы иӷәӷәаны ҳаԥсадгьыл аҿы, ҳгәаҵаҿы иҟазар ауп. Ажәҩан иалазароуп есқьынагьы ихьӡ ижәла шәыршәыруа, ҳбираҟи иареи еидҳәалоуп. Сара сзыҳәан иахьа уажәраанӡа, абас еиԥш ишьақәгылоуп иахьа уажәраанӡа еизугартә иануҵартә иҟоу аибашьцәа ргәалашәарақәа рҟны Владислав Арӡынба ихаҭара. Даҽазныкгьы исҳәоит, ус еиԥш иҟоу аматериал аидкылара адагьы иахәҭоу аҭҵаарадырратә анализ ззутәу ак акәны иҟоуп. Люди, которые сегодня выступали, заслуживают того, чтобы я перед вами стояла. Мне было очень приятно, что вся трогает за душу очень. Спасибо вам огромное. Дай Бог, чтобы не первый раз и не последний раз мы здесь собирались. По любому поводу, не обязательно, только поэтому. И чтобы у нас было что друг другу рассказать.